предприятие по переработке отходов МСО, которое принадлежит Финской муниципальной службе экологических услуг. Зовут меня Юлька Саммела. Я отвечаю, здесь являюсь начальником по эксплуатации. Вы видите, что у нас функции нашей деятельности распределены по всему столичному региону. Мы сейчас с вами находимся в месте, которое помечено красным кружком, но это предприятие по переработке отходов МСО. Jätehuollosta lyhyt tiedot näkyykin tässä. Meillä on noin 130 ihmistä ja tehdään noin 100 miljoonaa € liikevaihtoa. Investoidaan semmoinen 10–20 miljoonaa € vuositasolla jätehuollon järjestelmiin. Что касается подразделения службы, которое отвечает за обращение с отходами, вы видите на слайде количество персонала 131 человек. Оборот наш составляет в год 104 миллиона и примерно мы инвестируем от 10 до 20 миллионов евро в развитие системы обращения с отходами. Vuositasolla käsitellään noin 600 000 tonnia jätettä, josta noin puolet kierrätetään tai hyödynnetään ja puolet sijoitetaan kaatopaikalle. В год мы обрабатываем около 600 тонн отходов, из которых примерно половина идет на рециклинг и половина отправляется на полигон отходов. В основном наши услуги здесь предназначены для частных граждан, то есть для домохозяйств. Не в таких больших объемах мы принимаем отходы, допустим, из торговой сети или от каких-либо коммерческих организаций промышленных. Помимо того, что у нас в Финляндии образован селективный сбор отходов, также есть еще 4 станции для... У нас есть 4 станции, где граждане могут сами отсортировать различные отходы. Эти станции называются сорты Асина, их, как я уже сказала, 4 в этом регионе. Плюс в год мы на этих станциях обслуживаем около 400 тысяч человек. MSO on Pohjoismaiden suurin jätteenkäsittelykeskus. МСО – это крупнейший в северных странах центр по переработке отходов. Поступает около 300 тысяч тонн. Jätepitoiset maa-ainekset, joita tulee 150 000 tonnia. Затем загрязненные грунты, то есть грунты, которые содержат отходы, их примерно около 150 тысяч тонн. Ja sitten kotitalouksien biojäte, jota tulee noin 50 000 tonnia. И затем биоотходы, поступающие из домохозяйств, количество их составляет около 50 тысяч тонн. Площадь нашего предприятия составляет около 250 гектаров. Из них 100 гектаров отводится под полигон отходов, вторые 100 под рециклинг и переработку, и остальные 50 еще гектаров это то, что у нас зарезервировано, плюс зеленая территория. Alueen toiminta tulee muuttumaan 2 vuoden päästä ihan oleellisesti. Uusi kaatopaikka-asetus Suomessa, joka tuli tänä vuonna voimaan, kieltää tämmöisen sekajätteen kaatopaikkasijoittamisen vuoden 2016 alussa. Через 2 года деятельность нашего предприятия радикально изменится. Почему? Потому что в этом году вступило в силу новое положение о свалках. И согласно этому положению смешанные отходы в таком виде, в каком они сейчас размещаются на полигонах отходов, они размещаться в 2016 году и позже уже не могут. Ja tämän lainsäädännön muuttumisen takia ensi vuoden aikana käynnistyy tämmöinen jätteen polttolaitos pääkaupunkiseudulla, joka tekee sitten tästä sekajätteestä sähköä ja lämpöä pääkaupunkiseudun asukkaille. И именно поэтому для реализации данного постановления в 2014 году в столичном регионе ведется в эксплуатацию мусоросжигательный завод, где будут сжигаться смешанные отходы для получения электричества и тепла. Так, что мы здесь видим? Это старый полигон отходов, бытовых отходов, твердых бытовых отходов МСО, то есть наша старая часть, которая действовала с 1986 года по 2007 год. И здесь размещено 12 миллионов тонн отходов. Ja tätä kaatopaikkaa operoidaan bioreaktorin kaatopaikkana. И этот полигон используется в качестве биореактора. Ja se tarkoittaa sitä, että me olemme pistäneet tähän
muovikalvot ympärille ja tehnyt tällaisia veden takaisinkierrätysjärjestelmiä, että me voidaan hallita sitä jätteen hajoamisprosessia tuolla kaatopaikan sisällä. Что это означает? Что это означает? Мы этот полигон, вокруг полигона поместили пластиковые пленки, устроили систему циркуляции воды в этом полигоне, отслеживаемую таким образом, чтобы мы могли осуществлять этот процесс биореагирования. Ja tämän prosessin tuloksena tulee korkealaatuista biokaasua, joka kerätään talteen. Se ei pääse ympäristöön. Se kerätään talteen ja se hyödynnetään kohta mun näyttämässä kaasuvoimalassa. И как раз газ, который в результате реакции образуется, он, во-первых, по качеству очень хороший, высококачественный газ, никуда он не девается, он сохраняется, улавливается и затем используется на газовой станции, которую я вам сейчас покажу. Mutta tämä vanhojen kaatopaikkojen uudelleen käyttö on mielenkiintoinen asia ja sitä keskustellaan maailmantasolla paljon. Ja sen jälkeen kun tämä orgaaninen aines on sieltä hajonnut vuosikymmenien kuluessa, niin varmaankin näitä kaatopaikkoja avataan niiden metallisisällön takia tai raaka-aineiden takia, mutta se on sitä mineraalista raaka-ainetta. И что касается вторичного использования уже служивших полигонов бытовых отходов, вы знаете, об этом говорят повсеместно в мире. И спустя определенное количество лет, спустя десятилетия, когда уже все органические вещества перереагируют, перебродят, газы уже выделятся, вполне возможно, что эти старые полигоны будут скрываться для того, чтобы получали какие-то металлы из отходов, но это уже речь будет об извлечении минералов, а не органики. Сейчас мы остановимся на наших основных функциях. Мы поступаем, когда приезжаем сюда на наше предприятие. В зависимости от происхождения отходов и какие автотранспортные средства их привозят, или же мы идем по правой стороне, это для частных граждан, автомобили, легковые прицепы, это станция сортировки. Или же, вот если мы идем лево, то там идут грузовики, они взвешиваются. Punnitus tapahtuu tässä punnitusasemalla Взвешивание происходит вот здесь на станции весов. Auton tulopaino punnitaan ja riippuen siitä jätteestä mitä on, niin se ohjataan oikeaan alueeseen täällä kaatopaikalla. Ja kyse on nimenomaan rekka-autoista. Kyllä, kuorma-autoista. И опять же, когда грузовик с отходами приезжает, он взвешивается и в зависимости от происхождения отходов направляется уже туда, куда ему надо. Ja kun auto on käynyt tyhjentämässä lastin, se palaa tälle puolelle ja tyhjä paino punnitaan ja sitä muodostuu se lasku, mikä sille kuljettajalle lähetetään tai yritykselle. После того, как грузовик выгрузил мусор, он опять проезжает через станцию взвешивания и, исходя из этого, уже определяется платеж, который взимается с данной партии груза, мусора. Ja yksityisille tuojille on tällaiset kontit, johon sitten kierrätetään metallit, paperit, kartonki, vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkaromut ja puutarhajäte. Что мы здесь видим? Мы видим, что для частных граждан, которые для частных граждан, которые приезжают сюда на станцию сортировки отходов, сорты, это одна из тех 4, мы видим контейнеры для различных отходов. Какие это отходы? Металл, макулатура, картон, опасные отходы, бытовая электроника или электроприборы и садовые отходы. Ja tämä on asiakkailta peritään ainoastaan pieni kuormamaksu ja osa jätteestä on ilmastotuore, kuten vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkaromut. Что касается платы, какая же плата взимается с частных граждан, которые привозят свои отходы? Плата взимается небольшая раз, а за какие-то виды отходов вообще не взимается. Например, к таким видам отходов относятся опасные отходы и электронное и электрическое оборудование. Ja kaikki meidän toiminnan tulot tulee asiakasmaksuista. Meidän toimintaa ei rahoiteta verovaroin. И
хочу сказать еще, что наша деятельность финансируется за счет платежей, взимаемых с клиентов. То есть никаких денег налогоплательщиков на свою деятельность мы не используем. Okei, käydään läpi. Tosiaan vanha kaatopaikka suljettu 2007, 12 miljoonaa tonnia. Tämä käytiin jo läpi. Tämä on Pohjoismaiden suurin biokaasulähde. И, как я уже сказала, видите, это старый полигон твердых отходов. Он был закрыт в 2007 году, 12 миллионов тонн там находится отходов. И это крупнейшее место по производству биогаза в северных странах. Tämä alue on 53 hehtaaria ja siellä on noin 2500 kaatopaikkakaasun keräyskaivoa asennettuna sen rakenteisiin tuonne. Площадь составляет около 53 гектаров, и там установлено около 250 колодцев для сбора газа. Kaasua kerätään 4 kaasupumppaamalla, joita on sijoitettuna tänne eri puolille tätä suljettua kaatopaikkaa. Газ собирается с помощью 4 насосных станций, которые располагаются в разных местах данного закрытого полигона. Ja kaikki kaasu kerätään kaasun hyödyntämisalueelle. Весь газ собирается на станцию, где этот газ затем используется, для дальнейшего использования он собирается. Jossa se kaasu voidaan polttaa soihtupolttimilla, pumpata siirtopumppaamalla Espoon kaupungin kaukolämmön tuotantoon tai tehdä omalla kaasuvoimalalla sitten sähköksi ja lämmöksi. Какие варианты дальнейшего использования газа? Ну, первое – это сжигание в факеле, затем можно подавать в сеть города Эспо для целей центрального теплоснабжения или же на нашу собственную газовую станцию для производства электрической и тепловой энергии. Ja tämä polttoaine sisältö vastaa noin 10 000 omakotitalon vuosittaista energiakulutusta. 10 000 kotitaloutta. Eli sen verran se kaasulaitos, mikä on sen volyymi per vuosi vai mikä? Joo, vuodessa riittää 10 000. Что касается мощности нашей газовой станции, то этой энергии хватило бы для 10 000 домохозяйств в год. Meidän uusi kaatopaikka on noin 15 hehtaaria. Новый полигон бытовых отходов твердых примерно 15 гектаров. Tämä on täysin uudenlaisen tekniikan kaatopaikka, jossa esimerkiksi nämä kaatopaikkakaasukaivot on nyt mentiin väärään paikkaan, katsotaan tuolta. Kaatopaikkakaasukaivot on rakennettuna sinne pohjalle valmiiksi. Здесь используется новая структура, в том числе для сбора газа, который образуется на полигоне. Видите, здесь эти колодцы для сбора газа уже с самого начала заложены в конструкцию полигона. Kun vanhalla perinteisellä tavalla kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmä rakennettiin vasta vuosikymmenten kuluessa sitten, kun jätettä on tullut niin ylhäältä poraamalla, niin me kyettiin keräämään kaatopaikkakaasua heti ensimmäisen vuoden aikana. Когда речь идет о старых полигонах, и в том числе как мы делали, нам пришлось уже после того, как полигон действовал, спустя десятилетия, устанавливать эти колодцы, пробуривая скважины. Здесь абсолютно другой подход, это новый полигон. Вы видите, с самого начала мы уже устанавливаем колодцы для сбора газа, биогаза. Tämän uuden kaatopaikan läpi menee tunneli. Через новый полигон проходит туннель, joka on siellä jätteen pohjalla lopulta noin 75 metriä korkean jätevuoren alla. Eli se on, mikä on se syvyys? Kun se jos korkeus on kaatopaikka lopulta on 75, niin se on nollassa silloin. Se on siellä pohjalla, jätteen alla. Joo. Eli suunnitellaan tässä, että se korkeus tulee olemaan se niin jättöpaikan 75 metriä, ja nyt se on ihan pohjalla siellä. Okay. Туннель должен проходить в самом низу полигона, в нижней части, и планируется, что высота полигона составит 75 метров. Ja tämä tunneli kerää kaatopaikan sisältä tulevat kaasut ja vedet. Для чего этот туннель вообще предназначается? Для сбора газа
и воды, которые образуются внутри полигона. Näitä vesiä analysoidaan ja johdetaan käsittely niiden likaisuusasteen mukaan. Osa vedestä käytetään alueella ja osa pumpataan jäteveden puhdistamolle. Состав воды анализируется и в зависимости от степени загрязненности направляется туда, куда они должны направляться. Часть воды используется здесь у нас на территории, часть воды направляется на станцию очистки сточных вод. Meillä on myös hyvin massiiviset vesien keräily- ja käsittelyjärjestelmät alueella. У нас тоже довольно массивные или довольно-таки крупные системы по сбору и очистке воды на нашей территории. Vesiasema analysoi kaikkia alueelta tulevia erilaatuisia jätevesiä ja tämän analyysituloksen perusteella ohjaa nämä joko alueen vaikka biojätteiden kastelukäyttöön tai sammutusvesiverkkoon tai sitten kierrätykseen takaisin kaatopaikka-alueelle tai puhdistamolle. Здесь видите водная станция, там проходит анализ всех сточных вод, и в зависимости от результата или эти воды отправляются обратно для использования у нас на полигоне, например, для увлажнения или для полива биоотходов, это для того, чтобы процесс шел, или для системы пожаротушения, или для использования какого-то другого на территории региона, или же, в смысле там, где мы находимся, или же отправляется на станцию очистки источных вод. Ja tarkoitus on tietysti minimoida jäteveden käsittelystä tuleva kulu, kun sitä hyödynnetään alueella. Естественно, когда используются сточные воды у нас на территории, мы стремимся к тому, чтобы как можно меньше уходило затрат на очистку сточных вод за пределами нашего предприятия. Christoph Kares kertoo nyt meille biojätteen käsittelystä ja vastaa sitten niistä tuleviin kysymyksiin. Christoph Kares расскажет нам сейчас о биоотходах, обращении с ними и ответит на вопрос